О самых заметных событиях этого дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте, вот основные темы выпуска. Якутские квадроциклы «Сокол» получили высокую оценку военных. Возможности машины продемонстрировали главе республики Айсену Николаеву. Обновленная воздушная гавань Черский приняла первый борт после реконструкции. Объект в Нижнеколымском районе стал 9-м по счету аэропортом, который был реконструирован в рамках национальной президентской программы. Утилизация мусора является большой проблемой как для крупных городов, так и небольших населенных пунктов. Способ избавить город от пластикового мусора нашли в Нерюнгри. Центр опережающей профессиональной подготовки продолжает профориентационную работу среди учащихся столичных школ. Мастер-классы проходят в рамках президентского проекта «Билет в будущее». «Сказки зимы» в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина открыли персональную художественную выставку. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым. Главной темой стали результаты использования самолетов-зондировщиков в 2022 и 2023 годах. Основная их задача – искусственное вызывание осадков. Эксперимент проводился на Центральной Якутии и охватил 13 районов. Итогом стало сокращение количества и площадей пожаров на обработанных участках более чем в 30 раз. Подобную практику планируется применить и в следующем году, а также поделиться успешным опытом с другими регионами. Я считаю, что те работы, которые мы провели с вами в рамках исполнения поручения президента нашей страны и в 2022 году, и в 2023 году, они на самом деле себя хорошо показали. Реально я считаю, что это помогло, в особенности в этом году, серьезно снизить класс пожароопасности. Вот. Но более того, мы даже положительный такой эффект получили и по сельскому хозяйству. У нас в этом году впервые за многие годы как раз вопросы по заготовке кормов, в первую очередь сена для крупного рогатого скота, он выполнен. Мы считаем, что вот эта технология, которая впервые проведена в вашей республике, по инициативе главы республики, да, она имеет свой положительный отклик. Безусловно, в этом очень трудном деле, каким являются лесные пожары, ландшафтные пожары, очень важен сам комплексный подход. Значит, должны, так сказать, все службы, которые работают именно в этой области, взаимосвязаны, одновременно, значит, с полным пониманием дел, работать совершенно вместе. Якутские квадроциклы «Сокол» получили высокую оценку военных. Возможности машины продемонстрировали главе республики Айсену Николаеву во время занятий отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ. Все подробности в материале с полигона в Подмосковье. На этих кадрах отработка штурма опорного пункта противника с применением FVP-дронов. Сначала огневой удар по врагу с беспилотника, потом в сражение вступают разведчики. Все действия максимально приближены к боевым. Вот на поле боя выдвигается квадроцикл «Сокол». Его главная задача – вывоз раненых. Давай, пошел! Но также на машины устанавливают различные орудия. Это минометы, гранатометы, противотанковые комплексы. В такой комплектации якутская разработка уже успешно применяется в реальных боевых действиях. Что позволяет поражать противника, не покидая техники. И когда позволяет нам местность, соответственно, мы это делаем еще все в движении. Для того, чтобы нам не останавливаться после нанесения огневого поражения противнику, мы сразу меняем огневую позицию. Техника себя зарекомендовала очень хорошо на переднем крае, потому что в условиях распутицы техника у нас, соответственно, проходит очень с хорошей проходимостью. Очень важно, это правильно, когда мы сами здесь выезжаем, разговариваем с командирами, разговариваем с военнослужащими, которые непосредственно принимают участие в специальной военной операции, понимаем, какие моменты надо нам учитывать в своей работе. Очень рад, что сегодня есть взаимодействие у республики с рядом воинских частей, в том числе по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Это отдельная бригада спецназначения ВДВ, самое боевое соединение в стране. Здесь особое внимание уделяется подготовке бойцов. Вот, например, класс операторов FVP-дронов. Разведчики учатся собирать беспилотники, управлять ими. Без этих машин сегодня уже сложно представить боевые действия. У нас готовятся пилоты как квадрокоптерного, так и самолетного типа. Наши пилоты сейчас очень успешно показывают себя на фронте.
Да, очень успешно. Там и подбитые леопарды есть. И обучение у нас достаточно длительное. И операторы, которые у нас выходят, они очень высокого уровня, да, которые, соответственно, позволяют закрывать огромное количество задач. Также в ходе встречи стороны договорились о сотрудничестве в области производства дронов. Теперь военные специалисты смогут познакомиться с якутскими разработками и провести их оценку. Максим Кардозу, Дмитрий Зорин, Виктор Олесов, Москва. Госдума в декабре рассмотрит законопроект об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. Соответствующее поручение дал президент России. Пока законопроект, разработанный по поручению президента России Владимира Путина, принят в первом чтении. По информации председателя Госдумы Вячеслава Володина, проведены окончательные консультации. Вопрос также обсуждался с представителями банковского сообщества. По его словам, из-за этого решения банки понесут потери, но учитывая, что они финансовый год заканчивают с хорошей доходностью, с прибылью, то считается правильным этот вопрос вынести на обсуждение. Программа переселения граждан стала центральной темой обсуждения еженедельного штаба под руководством первого вице-премьера региона Дмитрия Садовникова. Так, в текущем году осталось ввести в строй 101 многоквартирный дом. Однако есть ряд домов, которые идут с отставанием от графика. Также обсудили ряд проблемных объектов. Это дома в поселке Иенгра-Нирингринского района, селе Коптени Усть-Алданского района, поселке Батагай-Алыта Эвена-Батантайского района и селе Намцы Намского района. По плану текущего года должно быть переселено накопительным итогом более 30 тысяч граждан. Мы каждую неделю обсуждаем проблемные моменты по этим домам для того, чтобы их оперативно решать и чтобы достичь показателей по вводу объектов и расселению граждан из аварийного жилищного фонда. На сегодня расселено более 28 600 граждан, и до конца года мы должны обеспечить выполнение плана по переселению. Обновленная воздушная гавань Черский приняла первый борт после реконструкции. Объект в Нижнеколымском районе стал 9-м по счету аэропортом, который был реконструирован в рамках национальной президентской программы «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за счет федерального бюджета». Тему продолжит Власий Сергеев. Торжественное открытие аэропорта после реконструкции состоялось в ходе видеоконференции, в которой приняли участие руководители транспортной инфраструктуры страны и главы регионов. Очень важно строить малые аэропорты. Надо вообще в стране авиацию максимально развивать. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу сказать огромное всем спасибо и руководителям регионов, и Якутскую, и Якутии. Я лично знаю, значит, Александр Сергеевич, он лично занимается всеми вопросами строительства. Спасибо всем, коллеги. Реконструкция аэропорта Черский началась в 2021 году. За это время была построена новая взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием длиной в 1630 метров. Помимо этого было установлено новое метеорологическое и светосигнальное оборудование. Старт работы данной воздушной гавани обеспечил Нижнеколымский район круглогодичным сообщением с Якутском. Взлетно-посадочная полоса дает возможность именно посадки новых самолетов, типов самолетов. И, естественно, она дает возможность экономического развития именно Нижнеколымского района. Она дает возможность перемещения, связанность наших территорий. Ведь наша территория очень огромная, арктическая. Ну, конечно, это большое для нас событие, потому что летать с пересадками вертолетом очень тяжело многим, и маленьким детям, и просто взрослым людям. Ну, надеюсь, что принесет больше рейсов, чаще будем летать, будет стабильнее. Ввиду того, что аэропорт находится в поводкоопасной зоне, при реконструкции этому моменту было уделено большое внимание. Действительно, тут у нас был подтопляемый участок, да, в связи с этим была принята проектно-сметная документация, была предусмотрено уплотнение и также поднятие уровня взлетно-посадочной полосы, и также у нас берегоукрепительные работы предусмотрены, и также еще патрульная дорога и ограждение предусмотрены в рамках реконструкции взлетно-посадочной полосы.
Всего в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры включено 15 аэропортов. Черский стал 9-м по счету в этой программе. До конца текущего года планируется завершение реконструкции еще 2 объектов в Уснере и Нерюнгри. Власий Сергеев, Иван Сорокоумов, Черский, Нижнеколымский район, Якутск. Работы по открытию сезонных дорог ведутся в Якутии. Ледовая переправа через реку Лену по маршруту Хатасы-Павлов с грузоподъемностью до 3 тонн откроется в декабре. Грузоподъемность будут постепенно увеличивать по мере искусственного наращивания льда. Срок открытия переправы до 30 тонн – 3-я декада декабря. Федеральные ледовые переправы через реку Вилюй на дороге Вилюй открываются в 1-й декаде декабря до 10 тонн. Также в это время начинает работу автозимник Тас-Урях, Усть-Кут в Ленском и Мирнинском районах. Отмечается, что сейчас выполняются работы по устройству грунтового автозимника на участке от села Тас-Урях до поселка Верхнемарково Иркутской области. В Минприроды предлагают установить новые ставки экологического сбора, которые уплачиваются производителями и импортерами товаров и упаковки товаров, отходы от использования которых подлежат утилизации. В августе этого года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому производители и импортеры товаров и упаковки смогут утилизировать отходы самостоятельно, передать утилизатору либо уплатить экосбор. Вводится поэтапный рост нормативов утилизации с 2025 года 55%, с 2026 75%, с 2027 100%. Создается реестр утилизаторов с достаточными мощностями. Также предусматривается дифференцированная ставка экосбора. Документ вступает в силу с 1 января следующего года за исключением ряда положений. На сегодняшний день переработка пластиковых отходов весьма актуальная тема. Но не все виды пластика идут в переработку. Так, например, в России перерабатывают менее 1% всех пластиковых отходов. В Нерюнгри нашли способ избавить город от пластикового мусора. Подробности в нашем материале. Вопрос с утилизацией бытового мусора является большой проблемой как для крупных городов, так и небольших населенных пунктов. Пропаганда и организация раздельного сбора мусора для его дальнейшей переработки способны решить множество и финансовых, и экологических задач. Я думаю, обязательно. Вот эта проблема, по-моему, всех горожан. Сколько много макулатуры, сколько много всех и стеклопакетов всяких, и от бутылок. Всего много, и выбрасывать на помойку просто очень жалко. И природу жалко, и денег наших жалко. Бумагу в одну сторону, бутылки, пластик в другую, стеклянную в третью. Но дело в том, что будет все опять в одной свалке. Это очень такая кропотливая работа идет. У нас до этого у нас пока, наверное, не дойдет. Ну, это нормально будет перерабатываться, и вторичное, как сырье будет, и будет меньше отходов всяких, природа меньше заражаться будет, загрязняться. Я думаю, что это нормально. Бутылки в одной пластмассовой стороне была, отходы, допустим, в другой. Ну, так вот. Везде так. Я каждый день по маленькому пакетику выношу. Почему бы я их 2 не сделала или 3? Нерюнгринец Вадим Быков вторичной переработкой пластика для его дальнейшего промышленного использования заинтересовался еще в школе. Став резидентом бизнес-инкубатора, с единомышленниками разработал станцию прямой переработки пластика в сырье для печати на 3D-принтере. Сама станция представляет собой установку с 2 катушками и системой нагревания пластика между этими катушками, а также блоком управления. Мы берем обычные бутылки, то есть PET-пластик, да, хотя можно использовать любой пластик, мы делаем фокус именно на PET, потому что бутылки очень распространены, очень часто встречаются нам. Мы разрезаем этот пластик на такие слайсы, да, то есть буквально на ленту, и устанавливаем ее на катушку. Далее мы включаем установку и пропускаем через систему нагревания наш пластик. Он под действием температуры изменяет свою форму и, соответственно, начинает наматываться на катушку. И у нас получается пластик, который мы сразу используем в 3D-принтере. В настоящее время Вадим получает патент на свое изобретение, продолжая совершенствовать и улучшать установку. И уверен, что его изобретение будет востребовано и найдет самое широкое применение. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Минцифры предлагает вернуть прежние пропорции грантового софинансирования проектов российских IT-компаний. До 2022 года государство покрывало лишь половину от общей стоимости проекта,
а не 80%, как сейчас. В пресс-службе Минцифры уточнили, что в доработанной версии документа пропорции софинансирования проекта возвращаются к тем, которые действовали в 2021 году. Там уточнили, что изменения позволят поддержать за счет государства больше проектов. Парк будущих поколений продолжает развивать предпринимательские и креативные навыки у детей и взрослых Якутии. Целевой фонд будущих поколений совместно с компанией «Алроса» в рамках дополнительного образования детей реализует мероприятия и проекты в сфере креативных индустрий. Так, в текущем месяце завершился детский фестиваль короткометражного кино «Киномания». В Якутске идет возведение уникального общественного пространства парка будущих поколений. Строящийся объект станет современным круглогодичным городским пространством, сочетающим в себе функции общественного парка и образовательного центра, направленного на развитие предпринимательских и креативных навыков у детей и взрослых. Здесь будет располагаться кластер учреждений дополнительного образования, который работает уже сегодня и собирает команду из педагогов, специалистов разных сфер, а также творческую молодежь. Мы реализуем различные мероприятия. Это и мастер-классы, и кружки, интенсивы, фестивали, конкурсы по тем направлениям креативной индустрии, которые сейчас востребованы. Это и анимация, и кино, реклама, медиа, архитектура и еще другие направления. Все мероприятия для детей являются бесплатными, абсолютно бесплатными. И вся деятельность, начиная со стройки и заканчивая деятельность нашей организации, производится за счет средств «Алроса». Так, в текущем месяце прошел детский фестиваль короткометражного кино «Киномания». 70 школьников со всей республики в течение 10 дней прошли образовательный интенсив от ведущих кинематографистов региона. По итогам они представили на фестивале собственные короткометражные фильмы. Участники обучения освоили азы режиссерского и сценарного дела, актерского и операторского мастерства, а также секреты монтажа под руководством опытных педагогов. Я попал в парк будущих поколений еще 2 года назад. Начал с такого проекта, как «Твой старт». Потом последующие были Skills Camp, Media Hackathon, Киномания и Skills Camp этого года. Я нашел свою страсть киноиндустрии, потому что до этого я мечтал снять свой фильм, либо же сериал. И вот как раз эта смена Киномании мне помогла этому убедиться, что работа с камерой мне идет. Парк будущих поколений дает веру в светлое будущее. Будущее якутских детей, то, что предоставляет такую возможность детям, дает им шанс показать себя в этом большом мире. Выделившиеся проекты ребят примут дальнейшее участие в конкурсе короткометражных фильмов по перечню Минпросвещения России. Также примут участие в республиканском фестивале короткометражных фильмов «Республика. Кино-3». Благодаря финансовой поддержке «Алроса» парк приобрел формат работы, который одновременно позволяет давать важные современные навыки, качественное образование и проводить профориентацию. Сегодня сотни школьников на мероприятиях парка делают первые шаги, а уже через несколько лет они вполне могут стать успешными специалистами и развивать креативные индустрии Якутии. Николай Коровин, Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. Центр опережающей профессиональной подготовки продолжает профориентационную работу среди учащихся столичных школ. Мастер-классы проходят в рамках президентского проекта «Билет в будущее». Так, в республике с будущей профессией определились уже свыше 30 тысяч человек. Подробнее об этом в нашем материале. В Якутии проект «Билет в будущее» реализуется с 2018 года. Его идею предложил президент России Владимир Путин во время Всероссийского форума «Наставник». У меня есть мысль создать еще один проект, но для со всех молодых наших граждан, для старших школьников, скажем, от 6 до 10 класса, можно разные названия там дать, как «Билет в будущее» можно назвать. Разделить на 3 этапа эту работу. На первом этапе ребята могли бы обозначить свой будущий профессиональный интерес дома на местном уровне через систему интернет. Затем на втором этапе могли бы принимать участие в работе по разным центрам компетенции. Сегодня «Билет в будущее» – часть национального проекта образования. Цель заключается в профориентации и в помощи школьникам в выборе профессии. За 5 лет участие в президентском проекте приняли десятки тысяч учеников.
Как отметил Владислав Хабаров, сегодня учащимся было представлено 2 направления. Ну а сегодня вот в стенах Центра опережающей профессиональной подготовки пришли школьники, которые выбрали 2 направления. Это медицинское направление. Здесь у нас Якутский медицинский колледж проводит профессиональные пробы. И у нас проводятся профессиональные пробы по обучению беспилотным летательным аппаратам. Здесь у нас есть детский инновационный центр «Верх», открытый в 2023 году. Он проводит для школьников, обучает первым азам управления беспилотными летательными аппаратами. Якутский медицинский колледж представил 3 мастер-класса. Школьники смогли поучаствовать в сердечно-легочной реанимации, научились измерять артериальное давление и уровень кислорода в крови, а также оказывать первую базовую помощь в хирургии. Вот эти пробы «Билет в будущее», они проводятся, всероссийский проект, поэтому они проводятся много лет, но мы уже к этому присоединились и участвуем уже 3-й год. В прошлом году впервые в республике проводился фестиваль профессиональной пробы, который проводился в музее всей истории моя. Мы там участвовали, проводили, там приезжали со всех концов республики школьники. Ну и вот эти пробы, которые мы проводим, «Билет в будущее», для выбора будущей профессии очень важно. Поэтому вот школьникам очень интересно. Ну и, конечно же, большинство из них учатся в медицинских классах. После этого они очень многие поступают к нам и закончили, и до сих пор учатся. Поэтому с интересом проводятся вот эти профпробы. Также для участников проекта «Билет в будущее» провели мастер-класс по обучению управлению дронами. Профессиональные пробы состояли из 2 блоков. Теоретическая часть, где участники прослушали лекцию, и практическая, где школьники смогли сами попробовать управлять беспилотными летательными аппаратами. Мне эта тема интересна, потому что я давно интересовался дронами, в принципе, спортивными, которые фиксируют, то бишь, для фильмов. Я считаю, что это довольно-таки прикольно. За все время проекта партнерами выступили «Алроса», «Железные дороги Якутии», «Колмар» и другие компании. В 2023 году в Якутии в проект «Билет будущего» планируется привлечь более 11 тысяч школьников. Вероника Таюрская, Павел Пахомов, Якутск. В Центре культуры и современного искусства имени Гагарина открыли персональную художественную выставку «Сказки зимы», а также провели республиканский кукольный конкурс в честь 75-летия известной якутской художницы, модельера-дизайнера Августины Филипповой по мотивам ее творчества. Этот конкурс является частью проекта «Северное сияние России», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В конкурсе приняли участие более 40 талантливых мастеров кукол со всей республики. И мы представили финалистов этого конкурса, произведения мастеров-кукольников. У нас замечательный состав жюри. Например, один из членов жюри – это известная в Якутии мастерица, автор, художница Харчана Бапагай. И, конечно же, председателем состава жюри была сама Августина Николаевна. Представлены очень талантливые работы. Я очень надеюсь, что для жителей и гостей столицы эта выставка будет открытием. В республике ведется активная работа по ознакомлению детей с героическим сказанием Олонхо. Театрализованные постановки являются одной из эффективных образовательных форм. Так, во Дворце детского творчества готовят постановку спектакля «Эрчимен Бергень». Отметим, что театрализованное представление приурочено к Году педагога и наставника в России. О постановке спектакля узнавала Даяна Федорова. Во Дворце детского творчества готовятся к театрализованному представлению по мотивам героического эпоса Олонхо. Это будет первая подобная постановка спектакля. Примут участие танцевальные и фольклорные коллективы, а также театральная студия. Выбор произведения в театрализованном представлении не случайен. Эрчимен Берген – защитник своего народа и родины. Мы прививаем любовь к родине, чувство патриотизма. Ну и, конечно же, в Эрчимен Бергене есть сцены боя, это интересно нашим мальчишкам. Есть народные песни, танцы. То есть мы его поставили в синтезе как театрализованное представление. Для постановки интерпретации Олонхо привлечены опытные мастера и преподаватели-профессионалы из разных сфер искусства. В спектакле будет звучать музыка якутских композиторов-классиков в живом исполнении оркестра народных инструментов, Дворца детского творчества и театра танца.
В этом году у нас концерт, получается, вот посвящен в этом жанре Олонхо, к которому мы еще пока никогда не прикасались. Детям нашим очень нравится. И очень нравится играть со взрослыми, с профессиональными артистами. Это уникальный мастер-класс для наших детей. Театральная студия «Аяркот» в этом году выиграла федеральный президентский грант культурных инициатив. В главном актерском составе выступят обучающиеся студии. Всего в спектакле будет задействовано порядка 180 артистов и музыкантов. Играя в этом спектакле, он Хасута, главный герой. Он, как сказать, человек, который рассказывает, вот это все Олонхо. И вот типа с моими детьми, там, внуками, мы рассказываем этот Олонхо. Конечно, больше слов добавилось, но я выучила их через, не знаю, недели. Вот это первый раз, походу, когда я играю в таких спектаклях. И мне нравится. Премьера постановки запланирована 24 ноября, в день рождения Дворца детского творчества, и 25 ноября, в день Олонхо. Спектакль пройдет в концертном зале в стенах Дворца детского творчества. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.